Добрый вечер, дорогие зрители! Сегодня в Татарской филармонии известный актер театра и кино, заслуженный артист России Анатолий Белый. Анатолий Александрович, здравствуйте! Буквально через несколько минут зрители Татарской филармонии увидят ваш новый проект «Кинопоэзия». Расскажите, какое ощущение у вас перед концертом? Ой, настрой, вы знаете, у меня всегда, когда я читаю стихи, перед этим такое смешанное волнение и в то же время необыкновенную радость от того, что я сейчас буду читать свои любимые строчки, делиться своим счастьем с людьми, с другими. И вот такая вот гамма, конечно, волнуюсь, потому что надо не забыть все слова сказать. Во-первых, ничего не забыть. Во-вторых, знаете, как вот меня научили в театральном училище, для того, чтобы снять это ненужное волнение и вообще, в принципе, правильно настроиться, особенно когда ты в прямом контакте с публикой, не на спектакле, закрытый какой-то там ролью. Сегодня буквально беседа будет с залом. Именно так. И я сегодня вы угадали абсолютно, я прострою сегодня весь вечер, и, в принципе, мои вечера поэтически это разговор с зрителем. Так вот, чтобы правильно на это настроиться, мой педагог в театральном училище мне сказал: представь так, что в зале сидят твои друзья. И вот, собственно, ты с ними пришел поделиться чем-то сокровенным своим, важным для тебя, больным, чем, что тебя тревожит, чем ты болеешь сейчас, или наоборот, чему ты счастлив. Да? А здесь сегодня будут представлены бессмертные строчки великих поэтов, как грустные, скажем, грубо говоря, так и веселые будут стихи прозвучат Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, Иосифа Бродского. И в конце Владимиром Маяковским мы закончим, чтобы на оптимистичный, такой жизнелюбивый ноте закончить поэтический вечер, чтобы зрители не расходились с ощущением грусти. Вот. То есть она будет сегодня очень разная поэзия. И вот, собственно, я делюсь. Но я знаю, что у вас в этом проекте есть произведение Аксакова, вы полгода назад читали в Оренбурге к его 225-летию. Там была история, да, такая, что мы сняли наш поэтический фильм, проект «Кинопоэзия», который я, собственно, представляю. Сняли, да, фильм «Стихотворение» Сергея Аксакова и презентовали этот фильм в Оренбурге в рамках международного кинофестиваля «Восток-Запад». Но это было тогда. Была специальная это был, да, это было именно специально сделанная к юбилею такая акция «Кинопоэзия». Нам помогал фонд Усманова, Алишера Усманова, да, и, собственно, вот он нам профинансировал это дело, помог. Мы сняли в Оренбург, приехали, съемочной группой, сняли маленький наш поэтический фильм и презентовали на кинофестивале. И это была отдельная акция, посвященная юбилею Аксакова. Здесь этого фильма сегодня не будет. Вот. Но будут многие-многие другие. Сегодня, если уж мы заговорили о кинопоэзии, тогда я вам расскажу тоже вкратце, что это вообще такое. Да. Это странное слово, которое, может быть, многие еще не понимают, что ожидать. Да, это проект «Кинопоэзия». Это просветительский и образовательный проект, мой авторский, который я затеял 1,5 года назад, летом 2016 года, а получается уже почти 2 года уже даже назад. Дело в том, что мысли о том, как еще можно интерпретировать поэзию в современном, да, мире, роились у меня в голове давно. Очень много читается стихов со сцены, очень много актеров читают поэтические вечера, поэтические спектакли и так далее. Да, у нас целый абонемент поэтических встреч. Вот видите, но никто не делает кино по стихотворению, по поэзии. А, собственно, я сразу говорю, жанр придумал не мной, вы правильно поймите, я не приписываю себе чужих лав, это произошло еще... Да, это было в прошлом веке. Существовало в качестве такого, как игрушки, что это называется. Кто-то вот захотел там сделать, так ему понравилось это стихотворение, что он раз и взял фильм. И это существовало разрозненными такими какими-то редкими крупицами. Я подумал, что почему это не может быть постоянным жанром. Есть у нас жанр кино, театр, цирк, эстрада, да, что еще там, музыка. А есть жанр, который называется поэтический мини-фильм. Почему нет?
Только да. Потому что это история, рассказанная современным киноязыком, молодыми режиссерами. Молодые, в основном сейчас снимают ребята, молодые режиссеры. Есть тема, есть автор, я им даю, да, и определенный повод, есть, например, Аксаков, да, или там день рождения Пастернака, или еще что-то. Режиссер выбирает стихотворение, у него рождается образ. То есть, чтобы вы понимали, это действительно маленький фильм. Это не то, что в кадре актер читает стихотворение. Это целая драматургия получается. Абсолютно. Это целая драматургия маленькой истории, 3-5-минутной, рассказанной на основе этого стихотворения. И, как правило, мы делаем так, чтобы это было связано с современностью. То есть мы там не костюмируем ничего в костюмах Серебряного века у нас никто в кадре не ходит. Мы современные люди, но этим мы показываем, что все эти эмоции, все те переживания, все те страдания или радости, которые испытывали поэты в начале 20 века, они сейчас, через 100 лет, абсолютно созвучны и не утеряли своей актуальности, свежести. То есть, вот прямо это про нас. И это так здорово, потому что еще одно направление, я бы сказал, что проект называется просветительско-образовательный. Я очень хочу, чтобы в будущем эти маленькие фильмы, очень хорошо, что они маленькие, это контент, который современным человеком, как раз молодым человеком, близок, понятен, и он и усваивает, и как бы он привык к нему. Сетевые маленькие фильмы. Тык-клик, 3 минуты, и ты заражен уже Маяковским. Клик, и ты уже, перед тобой Есенин раскрылся. Клик, и Цветаева. Это хорошая история, потому что она не длинная, да. И вот я уже даже в прошлом году ходил по передовым школам в Москве и показывал, делал открытые уроки. И вы знаете, шквал эмоций был у старшеклассников, например, казалось стихотворение Маяковского, которое мы сняли скрипкой немножко мерно. У них как раз была тема Маяковского с учителем. Договорились, я пришел, показал, ничего не говорил. Просто сначала, для начала, показал им кино. И вы не представляете, как они отреагировали, как они стали говорить на эту тему. Мне потом преподаватель сказал, они меня так никогда не говорили, я их не могла разговорить. Они сидят как бы, ну да, ну это, ну то. Вот. А тут из них это все само полилось. Да, это же об одиночестве, я такой же одинокий, меня тоже никто не понимает, меня в семье никто не понимает. Меня... Это про него. Это про него. И я убеждаюсь, я как бы в этом изначально был убежден, что это кинопоэзия, это очень классный жанр. В том смысле, что мы приближаем поэзию очень к современному человеку очень быстро и доступно. Вот таким вот киноязыком. Раз, вот этим вот видеорядом красиво снятым современным, музыкой, хорошим прочтением хорошего актера в кадре или за кадром. Но стихотворение раскрывается, как бутон розы, и приобретает объем. То есть человек, конечно, у каждого есть свои видения. Не у всех фантазия так широко, богато и хорошо работает. У меня самого фантазия плохо работала в детстве. Я не увлекался стихами, все, и там спорт у меня был, и все. И как бы у меня не работало, мне надо было ее включить каким-то образом. У меня это произошло, там, мама это сделала, да, она прививала эту любовь к стихам с детства. А я подумал, что вот это может быть этим ключиком зажигания, чтобы маленькому человеку зажечь эту фантазию, чтобы он сказал, ах, вот как можно. Да ладно. И как бы и зажглось, и пошел процесс. Скажите, а кто принял участие еще в этом проекте? В этом проекте принимают и принимали, и будут принимать участие мои друзья, артисты, которые умеют читать стихи, любят это делать. Это Сереж Безруков снимался, Маша Миронова читала у нас, Чулпан Хаматова читала, из таких самых известных. Максим Виторган тоже, Маяковского тоже читал. В любом концерте вы как бы с ними, да? Да, я привожу на флешечки всех своих друзей, вмещенных вот в этот, значит, в маленький носитель, да. Мы показываем эти фильмы, и в кадре у нас и Агния Кузнецова, и Антон Шагин, и Алексей Вертков. Сейчас вот мы, новый цикл маленький скоро выйдет по детским стихотворениям о животных совместно с Московским зоопарком. Сделали мы такой цикл, там у нас вообще были прекрасные ребята, снимались. Вот. Одно единственное пожелание, да. Оставить нам на долгую память, да. Отзыв о нашей филармонии. Дорогие жители Казани, я вас искренне и сердечно поздравляю с тем фактом, что в вашем городе есть такое учреждение культуры, как говорят чиновники,
а если говорить человеческим языком, такое место теплое, душевное, под названием филармония. Вы знаете, я в филармонии в первый раз приехал в этом году и выступаю здесь в первый раз. До этого был в Казани, но не заходил сюда ни разу. И вот сегодня я зашел сюда, и я вам честно говорю, повеяло тем, что здесь, знаете, как говорят, намоленная атмосфера. Здесь чувствуется, что здесь выступали и работают люди, которые любят культуру, которые любят искусство, которые любят то, чем они занимаются. Я хочу пожелать этому месту, этому теплому, душевному, культурному, интеллигентному месту долгих лет, чтобы это здание, а оно крепко стоит, я вижу, что оно старое, и стоит крепко, чтобы оно стояло еще столько же, может даже и больше. И все те люди, которые сюда приходили, независимо от того, будут они сидеть в зрительном зале или выступать на сцене, чтобы все они чувствовали это тепло, чтобы они им напитывались и уходили отсюда с согретым сердцем. Я вас поздравляю с юбилеем.